Служба в армии – важный этап в жизни каждого молодого человека. Не зря говорят, не тот мужчина, кто был женатым, а тот, кто был солдатом. В армии призывник проходит не только суровую школу жизни, но и приобретает верных друзей, мужает, духовно и физически крепнет, закаляет характер, становится выносливым и дисциплинированным. Хотим уже на сегодняшний день ходатайствовать перед Министерством обороны и перед главкомом республики о продлении на 4-5 комиссий указа президента, потому что наши студенты некоторые позже заканчивают предусмотренного. И мы должны всех дождаться. Всех дождемся, мы всех пригласим на комиссию, здоровых отправим в армию, а остальных лечиться или дадим отсрочки по болезни. Годность молодых людей к службе определяет Республиканская призывная комиссия, где они проходят медицинский осмотр. Каждый специалист дает оценку состояния здоровья призывника по итогам исследований на основании уже имеющейся медицинской документации, а также по результатам осмотра. Все специалисты находятся здесь, все кабинеты. На любой каприз мы отправляем на обследование бесплатно в республиканскую больницу. А кто здоров, он утверждается, и по командам здесь же он распределяется, и командиры их забирают. То же самое ТСП, это 23 статья, у кого тяжелое семейное положение, будет рассмотрено в районе. Если нет, здесь мы рассматриваем индивидуально каждого, если проблемы есть, и он является кормильцем семьи, мы его оставляем до того, пока состав семьи не изменится в лучшую сторону. И не будет других вариантов. Чтобы посмотреть, как проходит призыв и как устроена работа призывной комиссии, советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа провел инспекцию. Есть определенные сложности, с которыми сталкиваются военкоматы, отметил Рауль Лолуа. Одна из таких немаленьких проблем – это здоровье. Да? То есть отмечается нашими комиссиями слабость ребят, которые идут служить. Вот. Это вот так немаловажно. Потом здесь не урегулирован вопрос взаимодействия между силовыми военными ведомствами. Да? Вот какого количества, куда будет направляться ребят на службу. Вот. Они отмечают уже эту проблему, наши военкомы. Да? Вот. Это тоже надо об этом думать. Ну и здесь я бы хотел еще отметить одну ситуацию, она немаловажна. Наверное, мы будем пересматривать срок службы. Да? Сегодня он составляет 15 месяцев. Скорее всего, мы вот для этого здесь находимся, посмотреть, как идет этот процесс. Скорее всего, он будет составлять 12 месяцев. Вот. Это вопрос будет обсуждаться в дальнейшем. Наша задача сделать так, чтобы служба в армии была качественная. Я не знаю ни одного в своей истории, чтобы те, которые отслужили в армии, получали какой-то негативный опыт. Это очень хорошая школа, и поэтому, конечно, очередной раз хочется призывать наших молодых ребят, чтобы они отслужили, отдали долг своему государству. Конечно, служба в армии – непростое испытание для молодых людей. Однако эту школу жизни должен пройти каждый мужчина, чтобы быть готовым защитить свою жизнь, семью и родину. После медкомиссии все новобранцы пройдут курс молодого бойца в учебном центре Минобороны, а уже после будут распределены по воинским частям и подразделениям. Лаура Капш, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.